Конечно. А можно поближе к ней? Вот так, отлично. Тогда. Кстати, контраст белый с черным. Классно, очень хорошо смотреть. Это как весна. Коллеги, вопросы? Скажите, пожалуйста, что для Татарстана вообще насколько она важна? Конечно, это акция пропагандистская, акция, которая говорит о том, что всему женскому населению, всей женской половине, о том, что сегодня рак груди – это распространенное заболевание среди всех онкологических заболеваний. В Татарстане сегодня на учете состоит 14 300 женщин с раком молочной железы. 60% из них стоят на учете 5 лет и более. Это говорит о том, что сегодня есть успехи. Но самое главное, то, что успешное лечение при ранней диагностике, при раннем выявлении. И это гарантирует сегодня излечение. Сегодня все женщины должны об этом знать. И именно любовь к близким, к родным, ценность семьи должна заставить своевременно проходить осмотры профилактические у врача-маммолога, проводить маммографию после 40, чтобы это было раз в год регулярно. Поэтому все это обезопасит ее и ее семью. Ответочно, слушателям bildirmedimi Ну вообще, какое безобразие. А как же мы гости стали? Извиняюсь, да, у нас два государственных языка, нам надо и телевидение. То есть, если мы не поймем, выплевать, Мы не переведем. продолжаем по-татарски. Давайте мы на татарском. Давайте хотя бы на двух языках. Завершение. Отдельно еще раз. Да, завершение. Акция в Москве, Москва, Киев, это акция. Ну, в Москве вот эта скульптура стояла в парке Горького на набережной, там, где раньше стоял самолет «Буран». Вместо «Бурана» был музей женской груди. Об этом рассказывал вечерний Ургант, новости, программа «Время» на Первом канале. Наша цель была одна, чтобы женщины пошли 120 поликлиник в Москве. К счастью, любой гражданин России с полисом обязательного медицинского страхования, независимо от того, житель он Москвы или нет, мог прийти и бесплатно обследовать и стать отслеживателем. Результат – счастье, что у кого-то рак был не выявлен, и, между прочим, счастье, что у кого-то он был выявлен на раннем этапе, потому что у нас тоже стоял передвижной маммографический центр. В первый день у 8 женщин выявили образование молочной железы. И мы рады по-человечески, что для них это абсолютно оказалось спасительным. Понятно, как это будет. Понятен прогноз, они будут жить, и это огромное счастье. Ну давайте Васильевна, это как выглядит? А то, как мы в Татарстане говорим. Мына слушателям bildirmedim, нәрсе қанағат берді. Міне бізде Татарстандағы іш осы өлкеде нешік алып барылады. Бәйесін берген? Бәйесін берген Мәскәү қонақтары команда әйтелер Татарстанда әйбәт югары медицина технологиялар. Бізде бик әйбәт онколог бар, юрнал диагностикалар, технологиялар бар. Но бұл технология эффективный була площадка. Һәрбер хатын кыз вакытында обследование әйтәсе. Шул вакытта. Шуңа күрә мен диспансеризация вакытында Что такое диспансеризация вакытында? во время диспансеризации иртә түшнең рагы ул 84%-ка беленә. Диспансеризациясыз ул 66%-ка гына. Шуңа күрә менә диспансеризациягә вакытында килергә кирәк. Тарттан соң һәрбер хатын кыз bir topqir маммография ясарга тиеш. Перевожу, товарищи. Выявляемость рака молочной железы в принципе 60%, а при диспансеризации 84%. Это важно, это важно. Спасибо большое, извиняюсь еще раз. Васильевна, а как вам удается так чудесно выглядеть? Как мне удается чудесно выглядеть? Страшно борюсь с излишками еды. Прямо вот встретила сегодня Муслиму Хабриевну, мечтаю съесть что-нибудь испеченое, но прям думаю не буду, потому что через 2 дня съемки не смогу, нельзя. Зря отказываетесь. Занимаюсь физкультурой,
ужасно трудно это для меня, потому что я не спортивный человек. Но сейчас просто дала себе слово, что буду держаться, держусь. Из Вы последних знаете, сил. я поделюсь секретом. В субботу, будучи за рубежом в отпуске, я смотрел программу «Здоровье» и услышал такой термин «сахарная наркомания». И вот теперь, когда я вижу кусочки сахара в чае, я всегда вспоминаю этот термин. Знаете, Плачу и не ем. плачу и не ем, и Елена Васильевна в этом плане меня заякорила, в хорошем смысле этого слова. То есть теперь мне легче отказываться от сахара, безусловно, когда вот такой Боится стать термин есть. наркоманом сахарным министром. Татарские чпачмаки-то волшебные же. От них не толстеют. Значит, к народной медицине я отношусь следующим образом. Если вы, то есть народная медицина давно не модная, не тема. Вы отстали примерно на 3 века от современной медицины. Сегодня в моде пользоваться достижениями 21 века. Правильно? Вы все с телекамерами, вы приезжаете сюда на машине. Как можно любить народную медицину? Это медицина 15 века. Когда ничего не было известно, ничего не было изобретено. Я отношусь к этому как к медицине 15 века. Я живу в 21. И я не хочу жить в 15. Поэтому я обута, одета, я не хожу голая, я не хожу в лаптях, я не езжу на телеге, я езжу на машине. Я работаю на телевидении, а не пронзаю взглядами людей. Поэтому, ребята, я люблю маммографию, а не пасы руками. Поэтому отношусь плохо. Считаю преступлением, если кто-то подменяет народную медицину, современную медицину. Я в 21 веке, чего и вам всем желаю от всей души. Вы знаете поколение, которые родились после войны. Да. Это поколение, вы тоже знаете, наверное. Хорошее поколение. Кого вы родились? Вместо осталось. В чем вопрос? В чем вопрос? В чем вопрос? Есть такое понимание, поколение. Мы, когда даже... Значит,